Здравствуйте, я ученица 10 класса Подстёпинской средней общеобразовательной школы Максутова Ружан. Моя руководительница Хасанова Жанылсын Рахымбаевна. Когда меня спрашивают о том, кем я хочу быть, я всегда гордо отвечаю врачом. Мне кажется, что эта профессия самая гуманная на Земле. Тяжело переоценить роль зрения в жизни каждого человека. Большую часть информации из окружающего мира мы получаем посредством визуального восприятия. Форму, размеры, удаленность предметов, благодаря чему четко ориентируемся в пространстве. Профессия офтальмолога очень древняя. Об особенностях и заболеваниях глаза писал еще Гиппократ. Как наука офтальмология появилась в первом веке до нашей эры, когда древнеримский ученый Корнелий Цельс сделал массу офтальмологических открытий, изучил внутреннее строение глаза, выделил два вида слепоты и так далее. Несмотря на то, что любой офтальмолог – это врач, следящий за здоровьем глаз, его обязанности в зависимости от места работы могут отличаться. Основные обязанности офтальмолога – окулисты проводят прием и тщательный осмотр пациентов, выявляют заболевания, назначают лечение. В поликлиниках они могут также направлять на прохождение медицинских комиссий, проводить медосмотр. В специализированных клиниках врачи делают операции, в оптиках они занимаются только подбором очков и контактных линз. Офтальмология в Казахстане – направление с бесконечными возможностями роста. Сегодня эта наука идет по пути глубокой интеграции научных исследований на практике. Продолжают развиваться способы коррекции зрения, совершенствуются методы проведения глазных хирургических операций. Поэтому на рынке труда остается актуальным не только дефицит кадров для поликлиник и больниц, но и требуются научные сотрудники, исследовательские институты по изучению глазных болезней. Выдающиеся офтальмологи Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц. XIX век подарил миру блестящего ученого Германа Гельмгольца. Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц родился в далеком 1821 году в Потсдаме в Германии. Именно Гельмгольцем был изобретен офтальмоскоп, или как его называют, глазное зеркало. Альбрехт фон Грефа по праву считается одним из величайших офтальмологов современности. Тоже немец, родился в 1828 году в Берлине. Он изучал медицину в Берлинском университете. Через 4 года под его руководством стал издаваться журнал «Архив офтальмологии». Алексей Николаевич Маклаков в 31 мая 1866 году защитил диссертацию на степень доктора медицины о травмическом воспалении сетчатки оболочки глаза. Плюсы и минусы профессии. Плюсы профессии – быстрое трудоустройство, высокая зарплата, спокойная работа, творческий подход, саморазвитие, работа с людьми. Минусы профессии – длительное и сложное обучение, медленный карьерный рост, сидячая работа, ненормированный рабочий день и необходимость постоянного повышения квалификации. Мои первые шаги в профессии. В век цифровых технологий очень остро стоит проблема здоровья глаз. Каждый второй в нашей стране почти не выпускает из рук телефон или планшет. Офисные работники днями напролет сидят за компьютером, и из-за частого использования электроники страдает наше зрение. Замечая эту проблему, мне стало интересно, а можно ли как-то помочь тем людям, которые испортили себе зрение, и какие можно дать советы людям, которые еще не столкнулись с этой проблемой. Именно так мне и пришла идея выбрать профессию офтальмолога.